Tema baila, canımda gelin şabayla. Fayna faynana, alfarbi besaynama. Şaynama, mingit şaynama. Қандай күнәм үшін сен маған берді екен айтшы. Флоуларың екпет мен құлайды менің рэп неймында. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге дәстүрлі подкаст және оның не дәстүрлі ведущий мен Баймұхаев Ануар Делякур. Қасымызда Есентай бүгін қонақта. Ассалаумағалейкум, чикпа. Оң жақ рингтің бөлігінде. Расул, Рася. Все знают его, он легенда по-любому. Короче, суть подкаста в том, что рассказывать мистические какие-то и странные, чуть-чуть страшноватые истории. У нас фильм выходит, дәстүрлі, он ужастик. Там он про джиннов, про экзорцизм. 28 желтоқсан. 28 желтоқсан барлық кинотеатрда күтеміз сіздерді. Так, Есентай, сіздің историяңыздан бастайық. История мен өзім басынан өткен. Прям бит. Із қалып кетті. Мен интернатта тұрдым. Нулевой класстан бастап 11 классқа дейін почти 12 жыл. Уже қорқынышты ма? Нулевой класс қорқынышты екен. 12 классқа дейін. Сосын Ақсайда болды, сол қорқынышты ғой. Да, еще брат Ақсайда. Школа-интернат, брат, андай ауылдың балдары оқиды. Интернет бар школа. Путеистердің балдары полностью сонда оқиды, короче. И примерно вот 9 класс па, мен интернатта андай самый үлкен болдым, старший. Смотрящий балдарға қарайсың, біреу төлесіп қалса маған келеді, откажи, братан, мен ана ұрып қойды, бүйтіп қойды, сөйтіп қойды. Кім не прав, кешірім сұра. Все, короче, осы контроль. Смотрящийсің, короче, смотрящийсің. Ну, ты нормально двигался, оказывается, на районе. И бүкіл нянькалар, короче, анда сағат 8-де жауып тастады интернатта. Нянькалар келгенде уже мелар общение нормально болды. Любой балдар болса, ұйықтамаса, маған айтады, ұйықтатам, короче, оларды. И маған сағат 10-да келуге болады, короче, шығып футбол ойнап келуге болады, магазинға барып қайтуға болады. Свободное посещение. Осындай, прям андай, зайк болдым, короче. Крутой болған, да? И түнгі сағат 9 ба, кешкі 10. Ну, интернатта ол түн уже. Түнгі сағат 9, бірақ кешкі 10 ба. Бірақ интернатта ол түн. Комнатта жатырым. Короче, біздер комнаттар былай бөлінді. 4 бала жататын и общий комнат. 14 бала, 12 бала жатады. А мен андай 4 бала жатады. Типа андай. Лакшери. Считаюсь. Жатырым. И бір уақытта бір бала келеді, мен братишкам. Интернатта қараннан жедім байтпашы. Қараннан жедім ба интернатта? Интернатта қараннан да жеп едім. Сол братишкам келеді де, маған айтады, Есентай тәте, мен ана жақта бір бала ұрды дейді. Есентай тәте, сіздің ақбаға емессіз деген жоққа деген. Біз Оралдамыз ғой, біз тәтеге байтады, короче. Мен, брат, туған андай двоюродной братишкам ғой, Диас деген. Мен, брат, интернетта бүкіл шиголар менен қатты қорқатын. Мен осыны, мен взглядпен қорқытам, и кинода ұрам, короче, осыны. Ну, енді интернат болғанда, ондай болу керек, короче. И мен братишкам ұрды дейтін нәрсе, ол типа, да ну, короче, типа. Ты куда прыгаешь? Да, осындай нәрсе болды да. И тұрамды, да ну, бар айтшы. Жанында бала айттым, Есентай қазір келеді, кешірім сұрасын. А бізде кешірім сұрау дейтін, все, брат, это мазяк, любой. Ол мазяк, короче, все уже. Қандай прям косяк істесін, кешірім сұрады, все, болды. Прям сен ештеңе айтпау керексің. Брат, кешірші десе, все. Тема бітті, короче. Артынан қазу, и ондай тема жоқ. Осы все хорошо, барады, и ана бала кетті жылап. Брат, менде ұржыт, ермекпен что-то не то дейді, короче. Бізде интернатта ермек дейтін бала болды. Брат, ол айтайын ба? Стенамен жүгіреді іштеген. Жоқ, вообще үндемейтін бала, ол андай. Үні шықпай, тып-тыныш. Андай бар, вот, по сравнению, қандай бала бар, андай, чтоб ондай адамдар да жоқ қой, да то. Мен классымда Муха деген бала болатын, тоже үндемейді. Вот сен айналада осындай бала бар ма? Үндемей оны. Брат, даже одноклассник Азат болды сонда. Да, о, физически даже төлеспейді ешкіммен бар. Да, молчит вообще. Ешкімге андай. Тек андай бір-екі дос балалары бар жанында. Активностьқа қатыспайды ешқандай, да? Сондай қандай блогер бар? Блогерлардың бәрі активный, кажется. По невозможно, да? Чтобы он такой закрытый был. И этот сол бала, короче, мен бір ешкімді ұрған. И мен барып комнатқа кірем, осылай. Комнатқа кіріп қойсам, тып-тыныш ана жақта деген дыбыс шығып жатыр. Общий комнатта. И мына бала жатыр осылай, примерно білесің ғой осылай. И бүкіл балдар
мына екінші жағына кетіп қалған стенаға. И осы стена тығылып тұр осылай. И мен комната ашамын да, свет жағып қалам. Ермек дейтін бала маған қарайды да деп айқайлайды да. Қатып қалам. Дәл осы, брат, интернаттың кроваттары, брат, ана білмеймін, ана 3 тонналық кроваттар ғой, советский кроваттар ғой, қатты, ешқашан сынбайтын. 2 этажды да? Жоқ, 1 этажда, ап-ауыр ғой. Дейді де, 2 кровать алады осылай. Бірақ осылай жатыр ғой. Тук дейді, 2 кровать. Тук. Бәң дейді. Брат, Аллах куә, брат, осындай болады. И мен тұрамды осылай. Жүрегім тук-тук. И арттан не-вот, кішкентай школдар бәрі бүйтіп қарап жатыр неден. И ана балдардың тері осы ағып өткен. Жүрегің әлі соғып жатыр. Жоқ, мен басымда не істеймін. Есентай, сен артқа кетсең қас болмайды, бәрі саған өтіп тағасың бірген. Бәрі саған қарап жатыр, Есентай, артқа шак істеуге болмайды, бару керексің по-любому. Брат, жайлап жақындаймын осылай. Свет өшір деп айқайлады, кстати. Свет өшіп тастадым. Уже андай тусклый свет болып жатыр. Жайлап барайын осылай. Жеп жатыр ана бала. Арамыз примерно 7 метр болған шығар, 7-8 метр. Брат, мен 3 күн жүрген сияқты болдым ана жақта. Бүкіл ойлар кетіп жатыр. Қашып кетейін ба, не істеймін? Не болады, анам ұрды ұсталып, терезеден лақтырып жүреді. Брат, барлығы болды. И ана баланың терезесіне қараймын. Штора болады ғой, штора ашық тұр осылай. Ана бала қараймын, осылай қарасам, прикинь. Деп жатыр. Брат, кровать шылқып жатыр ғой. Су анау кәдімгідей ғой. Специально бір 7 литр бір шелек деп төгіп тастаған сияқты ана бетондармен бар ғой. Су мына жер. Жақындап барамын осылай. Ермек. И маған қарайды да. Мен Ермек емеспін. Мен Айдан келдім. Қанатаның досы ма? Айдан келген. Айдан? Айдан келдім. Айдан келдім. Брат, мен ана жерде тышып қойдым ғой, брат, ана жерде. Оцуцуки ғой, короче. Наруто көрінер ма? Брат, қатып қалдым да. Баруто. Максимально мен өзім предчувствиемде жоқ екенін көрсету керек. Дем алмай, көйті мен дем алмағанда. И артындағылар бәрі вахуй ғой, брат. Мен вахуймын ғой, брат. Ана баланың көзіне қараймын. Зрачоктар дәу көткен ғой, осындай. Қап-қара, брат, кәдімгідей вот страшный кинолар бар, дәл сондай. И бір уақытта біздің нянька бар. Нянька артта жүр. Балалар, не болды дейді да. Тук деп свет қосады. Ана отырады. Деп қатты айқалайды ғой. И мен деп айқалағанда аузына қараймын, брат, настолько аузы ашылғаны страшно болды. Вот адыш? Вот 2 рет па? Вот примерно сенкіндей бір страшный кішкене. Менде де бар шығар. Брат, аузы қатты ашылады осылай. Тілі осылай шығады, тілі дірілдеп жатыр. Ауызды до конца ашып. Аузына бір сілекейлер бар ғой, типа ағып жатыр ғой. Брат, мен просто деп қатты, ең жақын адам, мен тұрмын ғой, апай тұрды. Свет өшіді резко. Свет өшіген сайын ана тынышталады. Мен просто ештеңе білмеймін. Мен не істеу керек екенін вообще, брат. Мен ана жерде андай, мысалы, допустим, егер де ол днем болса, ондай состояние бар, жынданып тұрады ғой, бір шапалақ бересің, типа, все, успокойно. Брат, мен түсініп тұрмын, то, что оған явно жын кіріп кеткен. И апай тұрады да, балдар шығыңдар, кішкентай шығып кетеді, ес жауады. Комнатта Ермек, мен, апай үшеуміз қалып қоямыз. Есентай әртүр дейді. Барады, апай барады да, Ермек жатыр, апай тұрады, сүрелерді оқып жатыр. Фатиханы оқып жатыр, бастайды. Ана отырды. Көледі ғой, прикинь. Покруче сүре, давай деп жатыр ма, типа. Я, брат, примерно сондай бір нәрсе. Апай одан сайын оқады. Апай өзі тышып жатыр, көріп тұрмын ана жерде. Мен былай тұрмын, мен просто екеуіне былай қарап тұрмын осылай. Ема, не істеймін. И бірақ ана отырды да, бір сүрелер оқыды, ана былай. Айды сағыдым, айға хочу, айға барғым келеді, ай қайдасың. Жылайды, прикинь.
көмектеспедіңдер ма деген. Қалай барамыз, самолет жоқ бір. Аэропорт жоқ біздің Ақсайда. Бірақ тұрады да, өшіп қалады ана бала. Апа, Есентай, кет дейді мына жерден. Кетем. Брат, андай болады ғой, мен ана комнаттан шыққаным, какой-то бір страшный пещере андай болады ғой. Вот сояқтан шыққан сияқты болған ғой, осылай. Есікпен, мына жақтың атмосферасы басқа, мына жақта уже свет қой, брат. Шығамда. Облегчение. Бүкіл щеголар жинап алғанда бүйтіп қарап тұр маған. Тук-тук жүрем соғып тұр. Яна апай шығады, бар Есентай, бәрін ұйықтады дейді. Типа ешкімге айтпасын, мына тема школға тарамау керек. Тараса, типа интернетте всегда вечный проблема. Лунатиктар көп болатын бізде. Коридор, ұзын коридор, жүгіріп жүретін, короче. Лунатик и анау айдан келген. Что-то вообще общагаларда ол классический история ғой. Мысалы, любой КТЛда оқитын бала сондай историялар көп бізде. Талдықорғанда, Астана КТЛда. Да, я вот тоже в выпуске рассказывал то, что тоже один чувак там раскидывал пацанов и же вот так. Да, толпу такой слабый, да. И все, брат. Для общаги классика жанра. Содан келеді. И потом мен бар жатам, сағат 5-ке таман, примерно бір 7 сағаттан мамалары келеді, короче. Мамалары келіп, ана баланың жанында болып, ана бала просто бесінен жатты, короче. И таңертең все ұйықтап қалдық, сағат 5-ке таман, себе 8-де завтрак, столға барамыз, интернетте. Всегда андай завтрак келгенде, қалай, салам мынау, бірне, чо там, тып-тыныш қой бар. Напряг. Чисто тарелкалардың дауысы шығып жатыр. Осылай. И момент ана бала кіріп келеді осылай. Бәріміз қараймыз ана бала. Салам алейкум, черти, прикинь, сөйтіп кірсе. Жоқ, брат, ассалам қалайсыңдар? Типа, чому қарап тұрсыңдар? Ана бала вообще білмейді еще не болғанын, короче. И потом оны бақсыға апарды, оказывается, ода андай решение, оның атасы қайтыс болған, бір апта бұрын, и атасының баласы болған. И атасын іште жібермеген ғой. Іште жібермеген, қайырған, қатты, короче, кіріп кеткен андай эмоцияға. И походу сонда бір жын кіріп кеткен ба, андай прям слабеть етіп кеткен, короче. Да, они когда слабеют. Да, и потом, короче, все уже, сондай история болған жоқ. Вот осындай интернетта кішкене история болды. А ты потом с ним разговаривал? Я сегодня раза два этот вопрос задавал. Типа, кто-то общался, вот в кого-то... Что он чувствовал, да, короче? Да, вселился, а потом его, типа, изгнали, и он, типа, как он, где он был в этот момент? Жоқ, брат, осы ситуация болғаннан кейін 2 аптаға жоқ болып кетті, короче. 2 аптаға жоқ болып кетті, все. А еще осындай радио болады, короче. Осындай жатыр ғой, апай нетеді, барлығы келеді, мамасы, папасы келеді, короче. И ол тұрады да, Ерік дейді, короче. Оның менің туған бір ішкім бар, Ерік деген снайпер. Танимын ғой? Иә, снайпер. И ол тоже мен бірге оқыды. Интернетте жатты. Ол андай өте добрый бала ғой, ешкіммен ұрыспайды, барлығымен сөйлеседі, короче, андай черт-мёрт бөлмейді, короче. И осы Ермекті всегда футболға алып кетеді, там қыздармен паркке барғанда алып кетеді Ермекті, короче. Ерікті іздеген ғой, короче. А Ерік ол максимально қорқақ адам ғой. Тышқан адам ғой, брат, вообще. Мен не үшін іздеп жүрмін? Зачем Ерік? Асқанды айта салшы. Мен неге деп. И просто Ерік тоже барып жанында отқан тип тілмен, короче. Прикол. И потом интернетқа келіп сөйлескеннен, брат, просто айтады, мен брат, мен вообще ештеңе есімде жоқ дейді. Он, короче, как спал, да, типа? Да, они не понимают такую тему. Да он где-то в темноте, и над ним вверх берет вот этот чувачок. Да. Блин, прикольно. Осын, енді лайтовая история. Короче, мини айта салайын. Ода андай ешқандай мистика жоқ. Мистика жоқ, короче. Но чуть-чуть бір нәрсе бар. Дәл сол мектептің кезінде мен айттым ғой, ауылда тұрамын. И қалада мен Аманжол дейтін ағам бар, короче. Мен братаным, который 2 жас үлкен, онымен бәрін істейміз, короче. Ол андай братан, анау болмайтын емес. Бүкіл жерге апарат, насвай, темекі, сол бар адаммен көріп, пиво деген ең басында. Что там, дос сияқты общаемыз. Үйде жатырық. Бізде средний отбасымыз, короче. И көшем бойында бізде самый шикарный үй бар. Оны байтылар КПО-дас дейді. А біздің Ақсайда КПО-дас деген, ол қатты байлар, короче. Машиналары мықты, огородтары бар. Огородтары бар. Я, ну, брат, ну, типа, газон бай еще огород. Я, огородтар андай қатты, мощный огородтар, да. Теплицалар, я. Үйінде мықты компьютері бар, андай ше, PlayStation'дары бар, осындай. И сол баланың үйіне кеттік, шақырып жатыр дейді. Ол баланың үйіне бару, брат, бізге үйде пицца бар ма, брат? Я, вот. Ол баланың үйіне кіру, бізге, брат, Диснейландқа кірген сияқты болды ғой. Типа, Диснейландқа барамыз. Я, типа, сондай болды. Да, помню так. Да, у нас тоже было. И сол баланың үйіне кіреміз.
ассалаумағалейкум қалайсың анау мынау короче кухняға кіргізеді кухня үйдің кухнясы емес андай болады ғой үйден бөлек кухнялар болады ғой иә даладағы соны кіріп анау шикарный ғой столға қараймын брат неше түрлі компьютер тұр андай бар ғой топ компьютер жей өргенсің ғой ана жақта мен любимый компьютер болады сары компьютер кішкентай білесіздер ма шашуға лақтырады ғой кис па кис емес жоқ ирис емес жоқ ана кішкене более стильный компьютер шашуға лақтырады көбінесе стильный компьютер иә короче қатты тәтті короче осындай молочный несі бар рахат па иә рахаттың производствосы ішінде бір ақ начинкасы бар короче ол кішкене қымбатта тұрады бізге домалақ емес па иә домалақ да он вот так закручивается да вот сондай компьютер тұрды короче соны жей бергенсің ғой бірақ та кет үйге кірейік дейді ана үйге кіреміз вау я понял она такая золотистая да чуть-чуть да она не прям желтая да ё-моё да она еще там внутри белая такая да прям кайфовать шоколад молочный белый чуть-чуть как будто чизкейка чуть-чуть положили да и это үйге кіреміз дейді біз одан сайын оның үйіне кіреміз кайф типа одан сайын не бар ана жақта ойында аквариум бар короче сондай ғой кіреміз ахуй аквариумдар көреміз там челектер көреміз үлкен челектер плазменный короче бірақ та отырық там общение ұстадық ютубта қарадық бүйтіп сөйтіп давай поиграем в нашу игру дейді бір уақытта мен амайым тұрды да давай как раз его проверим давай чемпион да и мен тұрмын ахуй что за игра не болды дейді ща подожди дейді алып келеді де осындай коробка алып келеді осындай ашады пистолет тұр короче макар прикинь боевой? Я обычный боевой, брат. Обычный боевой. Это братан, типа, мен бірінші рет көтеріп писать, шын ба десем, да, брат, реально шын, батем кезінде охотаға баратын, қазір істемей қалды дейді. Дәл осыны орысша айтып жатыр да. Қазір істемей қалды. И олар школаға алып кететін всегда. И олардың ойыны бар екен, типа, кто мужик проверяет, короче. Ішінде осечка береді ма, типа? Пуль тұрды, пулін салады, оқтайды, и ауызға атады, короче, осылай. Русская рулетка ғой, короче. Да, типа русская рулетка. И реально атасың, брат. Давай. Я. Что за играем? Давай. Брат, сол кезде прям есімде. Прям, давай я первый начну. Все, хорошо. Писать патрон, несін шығарады патрон. И былай екі пуль тұрды ана жерде. Екі ана разный түсті. Біреу қызыл, біреу көкілейінсі ма. И тұрды осылай. Біреуін алды да қоя салды. И оқтайды, короче. Я начну это. Холостой идет, короче. Вот я мужик, ты. Амань, ты. Амань, мне братан. Вообще отморозок, короче. Да, братан, вообще смел. Тук, короче. Теперь ты идет, маған. Ана жерде, брат. Тышық қойдың. Базар жоқ, тышық қойдың. Тұк. И мен сол кезде өліп қалдым, по идее. Десең, я прикинь. И, короче, писать аламын да осылай. Ұзақ болып отыр барлығы. Да, в такие моменты время же медленно идет. Бір тері осылай, фу, ты ақ күтті уже бар. Писать осылай уақытайым. Давай. И прикинь, брат, вообще ішімде осындай звук шығады ғой. Мен уже все решился басуға, типа, потому что мен андай, типа, аманин брачкасы болдым, он торпеда сияқты болдым, да? Типа, школда, короче, төлесетін, сондай, короче. Соответствовать должен, да? Типа, братан көзінше. Аманин брачкесі, бля, басамай қалды коқты деген. Сен осылай әңгіме жүреді. Чисто подсоска дело. И басайын, брат, решился, сон барлығы келіп, и басайын деп жатқанда, ішімнен дауыс шығады ғой. Есентай балам, не істеп жатсың, ол саған керек емес деген. Вот прикинь. Прям четко, да? Брат, миымнан ішімнен көйтіп біреу айтқан сияқты ішімде тұрып, есентай балам, бұл саған керек емес. Не істеп жатсың сен дейді. Тұрам да. Кім? Іздеп кеткен ба? Тағы да деші? Есімей қалдым. Тұрам да осылай. Қоям песікті, короче. Пацаны, я не могу деп. Ана тұрады да. Брат, что ты, очку, что ли? Осындай расстоянмен атады. Бах! Дейді ғой, прикинь. В упор. Көзім жұмдым. Все, брат. Я примерно отключился на, не знаю, на сколько минут там. Көзімді ашам, үйдің бәрі. Түн ғой ана. Түтін болып отыр. Ана қақыл жылап отыр, короче. Брат, почти. Амай в шоке. Есінтай. Көзімді ашам. Ашқаннан кейін. Қуанып көтті. Көтеріп алып, сқа шығарады. Бетім ашып жатыр, көзім былай көріп жатыр, андай осындай -7 ба 10 па бар ғой. Базар нет. Бетім ашып жатыр, короче. Тұрамды осылай.
где-то салқын сумен бетім жуып нормально болдым, бір жарты сағаттан кейін нормально болдым. Осы жарты сағат ешкім ештеңе істемеді, только действие, как меня привести в себя, короче. Осының барлығы. Типа, все, очнись, давай, нормально, осында су берді, не берді. Бірақ та все нормально ма? Я нормально. Тып-тын ішеміз отыр осылай. И Макс тұрады да. Брат, скажи, что я должен сделать, чтобы осы ситуация ешқайда шығып кетпесін деп. Чтобы никто, чтобы остался между нами только. И сен қазір подкастта отырсың, Апайка то же самое сказала. Да. Пусть в школе не знают, типа. Да. Брат, скажи, что я должен сделать, чтобы ты типа никому не рассказал, что остался бағана между кәмпиттің нами. 1 килограмм бер деген. 5 штук кәмпит берші деген. Угадал. Пробил. Прикинь. Брат, мен настолько андай... А это что, газовая была, получается, да? Брат, Это ака- перцем тебя ебало? Да, брат, газовый ма бір нәрсе болған. Перцем тебя Біреу ана ебало? боевой болады, екі пуля, біреу боевой, біреу газовый. Прикинь, брат, Алла сақтаған ғой мен. А прикинь, брат, анау боевой болса, мен мына жерде отырмайтын А едім. он не знал, он думал, что это не рабочая тема, да? Брат, они... Ну, они типа... Они, брат, при них он- сколько раз пробовали, это вообще не работает пистолет, При вообще. них он ни разу не стрелял, и вот первый раз выстрелил. Они, брат, вот раз, наверное, 100 раз, 200 раз деген шығар, ни разу не стрелял. Именно маған келген істеп кетті, прикинь. Я вот знал, что Есентай тип тоже, ну базар нет, он тип, короче. Вот, брат, типа, осындай ситуация болды, короче. Но мен білмеймін, мен аталарым шығар, подкаст көрген, типа, Есентай саған әлі өмір сүру керек, үлкен жұмыстар істеу керек, сен әлі қазақ халқына керексің деген. Сен әлі миссияң орындалған жоқ. Сол үшін мен... Сол үшін Ставьте лайк. Есентайға подписываться етіп, видеоларын қарап, түскен киноларына барып жүріңдер. Не за хуй тірі қалмаған шығар деген. А может, прикинь, брат, мен аталарым алып қалды, именно мен осы сөзді айту үшін. Может. И сен 28 миссияң... желтоқсан дәстүр киносына келіңдер. Барлық кинотеатрларда. И прикинь, жаңағы пацан бас келді атып тастап. Все, сен Для этого я сюда. Вот, короче, вот осындай. Базара нет. Базара нет. Вот эта вторая история, она очень прикольная. Да, вот осындай. Мне она даже больше залетела, чем первая, по идее. Хотя первая, я думал, вряд ли вторая переплюнет первую, короче. Ну, первая она такая, прям про нашу тему, а вторая такая чуть-чуть прикольная. Ну чё, давай, я уже дрожу. Не, у меня-то не так. Вообще я рад, короче, что фильм выходит. Нереально. Мне когда Кука поставил трейлер, я вот так посмотрел, говорю, Кука, говорю, что за тип ты, говорю, вообще, что за тема вообще, что происходит? Ну, типа, смотришь, да, такой, ну, нормальная социальная драма, там, фильм, ну, там, женская тема, думаешь, чуть попсовая, там, это, и тут ход, когда начинается, ну, оба-на, здравствуйте, как ваши дела, короче, жесть. И прям очень сильно, очень жду фильм, полноценная охота посмотреть, потому что там и социальные важные факторы, ну, и, конечно, религиозный, да, фактор тоже сильно описывается. Я тему джинов очень сильно люблю, вообще черной магии и так далее. Аладдин смотрел, ты. Аладдин, да, смотрел. Аладдин реальная тема, вот ковер-самолет, по идее, можно на коврах летать же, все. Что, реально? Конечно, это не выдуманное все. И то, что вообще вот мир джинов, короче, я вот почему рад, что вообще вот такие фильмы выходят и они есть, потому что, по сути дела, сейчас же такой мир материалистичный, типа, да, вот так. Сейчас вот то, что ты говорил, многие будут подумать, они там сказочники накидывают, да, потому что люди в таком мире же просыпаются, идут там на работу, учатся, что-то делают. Брат, на всякий случай, кто-то накидывает, типа, айтатын болса, вот Аллах куә, екеуі историямен басынан өткен. И бір моментте мен өтірік айтқан жоқпын. Ну, конечно. Не, я говорю, вот это 100%, не, это с каждым человеком по-любому что-то микро проходило, они пытались это забыть, не поверили, шизофренией назвали. Шизофрения — это, кстати, реальный фактор. Это тоже, знаете, как вот мир вот этот так устроен, да, короче, он так спроектирован, определенная группа людей, которые правят, да, то, что им нельзя максимально доказывать, что нету таких мистических вещей, короче, как джинны, эти, но в этой матрице такие сбои, как у тебя вот эти два случая, они происходят, короче, у них. И когда человек, он уже вот с этой истиной сталкивается, он никуда не может деться, короче. На самом деле. Так что с вами со всеми эта тема проходили. Вы в детстве видели каких-то существ, видели сны, вас душили, да? Всех душило же, по-любому. Вот, да. Я хотел бы вот как раз слайда такого начать, вот все рассказать, то, что их во сне душили, короче.
и меня ночью не душат. Я думаю, блин, обидно, короче, что делать? Пожалуйста, Реально. подуши меня. Да, я вообще сам, по идее, такой вот странный тип, короче. У меня вот это, в такие моменты почему-то чувство страха какое-то притупленное. Я себя специально, короче, в эту тему начал погружать. Я типа читал, что там крошки должны быть, короче, и тогда сделал, и ложился спать. Брат, вот это кровавая Мэри, я тогда, честно, ну, религию еще не знал. Русалки зовут же Вот, всякие, гномы. по идее, призыв вот этой кровавой Мэри, это же реально оккультные обряды, что призывы. Кровавая Мэри, ана тем емес па, тарелками бүйтіп шақыратын барлығын. Ну, там по-разному, там, у кого не, как, у каждого Да. в детстве по-разному там. И я, короче, один раз так в состояние погрузился, короче, и встаю, и прикинь, такой проспать в своем сне, вот так поднимаю голову, и не могу голову поднять, думаю, что такое, вот так, а тут зеркало у меня в ванной стоит. И потом так один раз поднимаю голову, и смотрю, я мертвый, у меня глаза зеленые, короче, и вот тут черная энергия такая идет. Я вот так стою, я прям мертвое тело свое вижу, только себя, понял, в зеркале. Я думаю, ух ты, говорю, капец, круто. Вот он говорю. пришел. Да, вот они Меня пришли, душат, говорю, да. Я говорить ничего не могу, да. Тело, я реально обрадовался, брат, реально обрадовался. Типа, наконец-то, все, я теперь верю вам, люди, понял? Типа, которые мне такие истории рассказывали, да. И потом просыпаюсь, думаю, иду реально в ванную, и опять такая же тема. Уже не так смешно, ну, думаю, ладно, опять. Третий раз повторяется, я говорю, ладно, говорю, ультую, короче. А я Аль-Курси читаю, понял? А я Аль-Курси читаю, просыпаюсь, все уже. И уже начал проверять, То есть сны были настолько реалистичны, то я думал, я реально в жизни нахожусь. Или я сейчас во сне, короче. Я 3 раза где-то во сне просыпался, понял? То есть третий раз уже вышел с этого состояния. Ну, это вот если про джиннов и так далее, первые, да, такие с ними взаимодействия. Но помимо джиннов и так далее, еще бывает же то, что на тебя люди, ну, накидывают такие вещи, потому что, ну, они реально существуют, короче. Это, если квантовая механика, физика говорить, они просто в 4-м измерении находятся. То есть, прямо вот, сейчас, типа, да, вот есть, параллельно. Да, есть X, Y, Z, да, у нас, то есть вот есть ширина, долгота, и вот это. Мы как бы живем с вами в 3-м измерении, да, то есть есть 2D мир, есть 1D мир. Они просто в 4-м измерении находятся. Для них пространство не существует, поняли, как для нас. Они там одной ногой могут быть там сказано, другой здесь, то есть для них телепортация, они спокойно через объекты проходят. Есть такая книга, Флетландия называется, она, то есть со стороны физики объясняет вообще существование иных объектов, то есть это вполне реальная тема. Существование ангелов, джиннов, оно с научной точки зрения, со стороны геометрии это доказывается, короче. Это вообще тема. Даже, ну, вот геометрия — это такая наука, которая помогает джиннов лучше понять, если вот в школе вам, наверное, так люди будут лучше геометрию учить. Нам, кстати, в школе это объяснили во всем классе, учитель по геометрии. И, короче, история начинается с того, что мне взламывают Телеграм. В тот момент, это прошлым летом, короче, прошлым летом было, взламывают Телеграм. Я с этим чуваком общаюсь, я говорю, делай, что хочешь, говорю. Я говорю, вообще у меня нету левого никакого движника. Вот, не знаю, самое плохое, что я могу делать, я не знаю, там, доту играть, короче, понимаешь? Dota Forever. Ничего не знаю, что ты, женат, дети есть вообще, все ровно двигаешься, понял? Налоги платишь, короче. Ну, все ты, короче, в исламе, что ты можешь, никак не прикопать. Говорю, делай, что хочешь, короче. И мы потом, я говорю, он меня взломал же, и я потом вижу, что он других тоже взламывает, потому что в Инстаграме тогда он Маргулан Сисимбая взломал, Тимура Турлова взломал, короче, понял? Идет. Я ему говорю, слушай, а я думал, он хакер, короче. Такой, я с ним общаюсь со своего аккаунта у себя в Телеграме. То есть у меня там, пацаны, пишите, да? Десятки свидетелей этой истории есть, которые могут подтвердить здесь. И я с ним переписываюсь и говорю, слушай, давай твой дар используем, или талант хакерства в правильное русло направим. Он говорит, давай, что сделать, говорит. Я говорю, так, думаю, давай Аблязова взломаем, говорю, он меня напрягает, говорю. Я реально вот Аблязова, вот, честно, вот, прям вот, не уважаю я вообще тоже. Никак, короче. И он меня напрягает, говорю, давай его взломаем, короче. Бля. Где-то 5 минут проходит, он мне переписку с Аблязовым скидывает. Он говорит, где он ходит, что он делает, полностью. Аблязов там уже все испугался, понял? Он говорит, я вас не боюсь, а потом по переписке видно, что Аблязов съезжает, короче. И я говорю, все круто, короче. И думаю, так, знакомые есть, знакомым набираю, которые с КНБ связаны, короче. Они подъезжают, я говорю, пацаны, вот можем сейчас Аблязова взломать, давай сдадим его данные все, что он делает, короче. И он говорит, точно, Расик? Я говорю, пацаны, смело. Он говорит, просто мы сейчас серьезного мужика позовем. Он, ну, как бы,
Понимаешь, мы балаболы будем. Я говорю, пацаны, вот, смотрите, говорю. Они такие, все хорошо, переписку показываю. Они в шоке сами, понял? Этот Агашка приезжает. Мы, короче, у Афанасьевича сидим там в заведении. И вот так все сидим, он такой, ну, такого, поняли, да, крутой Агашка с КНБ, пацаны. Он такой приходит. Самоуверенный. Кепка Лора Пиано, да, такой приходит. Лора Пиано. И типа, что там диктировать? Ман, а это, ладно, я вот уважаю пацанов, ну, что там, короче? Мы там целый департамент сидим, у них там департамент госсекретов называется. Такой есть, прикиньте. И он такой, что там, пацаны, говорите, типа, ну, так понял. Вот реально как-то, ну, реально, по сути, прикинь, там кто-то взломал Телеграм, Аблязова, данные. И вот я прям помню, говорю, ага, телефон бернешь, говорю. Он мне свой телефон дает, и я ему пишу. Он мне пишет номер, на который Аблязова номер зарегистрирован. И там же 6 цифр приходят вот эти. И я сижу, говорю, давай, скидывай. И я этот номер пишу, 6 цифр, тух, и мы в Телеграме Аблязова оказываемся. Поняли? А вот он вот эту кепку, брат, берет. Кепку снимает. Лора Пиано, да? Да. На меня смотрит и говорит, ты сен, кымсын вообще, говорит. Вот серьезно, как у Хакима Вайна. И такой повернулся к нему. Твои данные тоже есть? Не, он сен, кымсын, и берет другой телефон и на видео начинает свою переписку снимать. Типа, а там же переписки, понял? Можно, да, говорит, снимать, да, говорит. Я говорю, снимать, а какая разница, это же мы, типа, для отечества стараемся. Слушаем, Казахстану, наема, понял? Главного, Волан-де-Морта втыкаем здесь, короче. Данные все дает, короче, этого им. И потом он ушел, говорит, давай сотрудничать будем с вами. Я говорю, все, давайте сотрудничать. И потом ко мне вот этот друг подходит, говорит, Расик, говорит, давай, а мы вот этого можем? Тоже там один тип есть, левые вещи делает. Угрожает, короче, постоянно. Можем тоже его взломать, говорит. Я говорю, без проблем, говорю, брат, давай вот этого тоже взломаем. А я говорю, ты вот у людей деньги вымогаешь, говорю, да, типа, будем... Платить мы, да? Да, как будем плохих, как Робин Гуды будем, короче, плохих кончать, и чтобы, ну, как бы за премию это получать, да, типа, там, я не знаю, террористов разоблачать, понял, я не знаю. И он говорит, скинь мне его фотку, говорит. Типа вот этого чувака, который взломать хотите. А этот, который брат мой, он шарит в этой теме, понял? В джинской, в черной магии. В исламе черной магии, в Коране это упоминается сихр. Сихр это как один из 7 великих грехов в исламе считается, да? Один из величайших, короче, грехов. Прям дно есть. Это полное днище, короче, вообще, по сути дела. И он такой говорит, фотку просит, он говорит, да, что-то уже Расик здесь что-то не то, говорит, по идее. А потому что он в IT шарит, и в это, что-то не то, говорит, понял? Он говорит, бери мне, не надо фотку давать, говорит, у меня нету фотки, говорит, и не нужно, говорит. И он потом говорит, а тебя кто-то просит, да, это сделать, говорит, понял? И этот брат стоит, говорит, про меня не говори, говорит. И уехал он, понял? Я с ним дальше общаюсь. И когда я с ним общаюсь, понял, я как будто уже начал чувствовать, что я с разными персонажами общаюсь. В целом у него тон общения, манера общения менялась. И в этот момент я на хадж уезжаю, поняли? Вот все, на следующий, там, через несколько дней я уезжаю на хадж в этот момент. Хадж начинается, мы в Медине. В Медине ходим, и он мне там говорит, скинь мне деньги, там мне не хватает на что-то, понял, там то не хватает. Я говорю, я тебе не дам деньги, мы же завязываем, типа, мы же, типа, сейчас... Нет, не поработали. Ну, сейчас, да, я тебе, организую, зачем ты, давай, начинаю ему насиха делать, а я еще не понимаю, что он черной магией занимается. Я как бы предполагаю, но не до конца еще, понял? Общаемся, типа, потом, кипиш идет вот этот потихоньку, уже подозрения какие-то появляются. И я просыпаюсь, короче, на намаз утренний, и вижу, короче, финики стоят, аджва. Аджва — это такой сорт любимых фиников пророка Мухаммада, да? Саллаху алейхи вассалям. И я беру 7 фиников, а я знаю хадис, тот, кто съел утром или вечером 7 фиников сорта аджва, того не постигнет черная магия, колдовство не постигнет, и яд ни один ничего не будет, да, в этом отрезке. И я вообще о нем не думаю, у меня вот как у тебя внушение было, понял? Я беру... Просто на автомате. Первый раз в жизни я хадиска амал жасадым, да? То есть делать действие на этот хадис. Никогда не хавал. Я просто знал такой хадис, но никогда не было. И взял именно... Еще тяжело, брат, 7 фиников за раз съесть. Да, я сам же, да. Еще утром, понимаешь, хотелось спать. Я съел и забыл. И, короче, просыпаюсь, понял? Просыпаюсь, телефон свой открываю, переписка, и там фотка стоит. Вот эту фотку, короче, сюда можно будет поставить, короче. Сейчас мне ее скинут, просто у меня там потом данные удались. У меня эта фотка осталась, короче. И там фотка, она сейчас вот вы ее видите, короче, она максимально демоническая. Там стоит моя фотография с WhatsApp, стоит какая-то оккультная красная тема, свечи стоят, грязь такая стоит. Он говорит, я взял землю с мертвых детей, младенцев,
И я думаю, люди, которые черной магией занимаются, они поймут, понимаешь, людям, которые просто я фотку показывал, вы сейчас ее увидите, которые, они вот так все делали, понял? Потому что она максимально, короче, страшная энергия, вот как ты говоришь. Типа сильный маг, да? Черная, понял? И она вот прям тьма, короче, понял, в чистом виде. И я вижу, и я вспоминаю, что я сегодня 7 фиников съел, и я в Медине. Я на хадж приехал. Я ему говорю, твое кунг-фу на меня не канает. Понимаешь, твое кунг-фу не действует. Понял? У меня руна щита, короче. Я с ним начинаю общаться, ты кто? Он мне объясняет, как вообще черная магия устроена. Есть, говорит, кубры. Каждый кубр отвечает за... То есть это высшие степени уровня магов. Понял? Ну, как у масонов есть 33 градуса, да? Так и у черных магов есть градусы, есть уровни. И, говорит, у меня там... Я, короче, за одну сторону... там у меня учитель мой был, он за одну сторону света среди ордена черных магов отвечал, понял? И, говорит, я вот этот сихр прям максимально познал, говорит. Я, говорит, ну, он понял, у меня, говорит, есть свои джинны на подчинении, и я с тебя всю свою жизненную энергию высосу, говорю, и ты ко мне, говорит, вот, типа, будешь умолять меня, чтобы я тебя... Перестал, да? Типа? Да, и ты ко мне, типа, вот там, как этот, короче. Максимально. А он взламывал, получается, через своих джиннов? Потом он объяснял, что да, вот эти цифры, понимаешь, ему как-то это... Я вот не хочу додумывать, но он и напрямую не отвечал, но он говорил то, что ему это помогают джинны, короче, понял? Что у него есть свои джинны-рабы, которые ему прислуживают и это делают. Но потом дальше история, пацаны. Я же понимаю, что происходит. Мне уже друзья говорят, завязывай с ним общаться, поняли? Я говорю, короче, давай, перестой общаться, но все равно, пацаны, жуткое ощущение внутри. Не чувство страха, но просто жуть, короче. Да, понимаешь? это тема, неприятно, понимаешь? У тебя вот здесь как вот... Чувство безопасности не до Да, конца, но потом из-за того, что на хадж был день Арафа, это, пацаны, максимально светлая энергетика, вообще кайф, вообще это самый лучший период, ты приближаешься там со Всевышним, вообще забыл, поняли? Приезжаю в Алмату, иду в Алмату, вот так просто иду, понял, на тренировках походил это, и просто у меня, пацаны, в глазах свет отрубает, поняли? Вот так, как будто темно, пах становится, выключается, включается. Я так машину оставляю, не сажусь в машину, я там в одном месте был. Такси вызывают домой. Я в тот момент где-то по 13-14 часов спал, короче. Очень много спал, понял? И мне фраза, прикинь, если вот это вспоминание приходит, я с тебя вытащу всю твою жизненную энергию, понял? Вот это сообщение приходит. Я с ним уже не общаюсь, я его везде заблокировал, поняли? И я думаю, что делать, говорю, я вспомнил о нем, понял, что он существует, короче. И чуть-чуть не то, что я не начал бояться, потому что я знаю, что, пацаны, ну, как бы, боязнь этого, страх этого, это, по сути, малый ширк. Потому что ты же понимаешь, что ты под защитой Аллаха и так далее, да, это допуск твоей веры. Но это влияет, пацаны. И я чувствую вот эту темную фигню. Да, и я думаю, блин, ну, я не знаю даже с кем посоветоваться, ты понимаешь? Мало людей. Я вспомнил то, что у меня есть тоже хороший друг, брат, и у него отец, он, короче, пацаны, магистр этой темы. Он ездит по Казахстану, от черной энергии ощущает, он там, пацаны, в параллельных измерениях путешествует, там, ну, короче, вообще, ну, у него такая, он очень уважаемая личность, на самом деле. Летает, да? Да, я звоню, говорю, брат с отцом познакомь, говорю, он говорит, все, без проблем, короче. Отца набирает, я ему звоню, он говорит, ты же, говорит, сейчас 3 часа ночи, да, просыпаешься, говорит, на тахаджуд, да, я говорю, да. А я, прикинь, брат, у меня будильник в 3 ночи стоял, каждую ночь. И откуда он это знает, я сперва подумал. Я говорю, ну да. Он говорит, вот, короче, ты там, скажи мне, тебе ночью сон приснится? Скажи, что тебе приснится ночью? Я говорю, хорошо. Уже, пацаны, такая дичь происходит, ты уже ничему не... В жизни до этого ситуации были. Для меня это норма, классика жанра, пацаны. Мир не такой материальный, такой обычный, классический, как кажется. Я говорю, все хорошо. И на следующий день он просто тоже серьезно, агашка, я не стал ему звонить. Я сон отчетливо помню, я там что-то у него дома был, холодильник открывал, что-то брал, короче, понял? Вот этого агашки дома. У его, ну, я его друга, брат мой тоже, я его видел и так далее. Там, кстати, это все такие достаточно известные лица, кого я называю, просто некрасиво, может, будет, чтобы я их имена называл. И открываю это все, короче, холодильник, я ему не позвонил, и он мне сам пишет, что ты мне не позвонил, тебе же приснилось, что ты мне не сказал, говорит. Ну, типа, прям, агашка, понял? Ну, он же как, может, там, он что-то сделал, короче, поняли? В курсах, да? Да. Я говорю, ага, кеширинг, беспокоить не хотел, вот такой сон приснился. Он такой, ага, ясно, говорит. Короче, говорит, есть законы, говорит, то, что люди делают и так далее, да, там. А есть каноны, говорит, определенные этого мироздания, да. И он нарушил каноны, говорит. Зря против тебя он попер, говорит. И, говорит, ровно через 40 дней, говорит, ты о нем весть узнаешь, говорит. Вот, пацаны, вот тоже, валлахи, не приукрашиваю, как есть, передаю слова. Вот как ты, да, говоришь? Через 40 дней про него новость. Вот,
Теперь смотри, я забыл, брат, 40 дней. Ну, брат, суета, работа, маркетинг, да. кипиш, там, пацаны, мирское продажи, вот. да. Дунья, брат, понял? И, короче, и приезжаем в Ташкент. Я в Ташкенте хожу. 40 дней, пацаны, проходят. Ну, я не знаю, что 40 дней прошло. Это было 20 июля прошлого года. И идем, короче, в Ташкенте. Там вот в Ташкент-Сити, очень красиво. Там есть у нас, короче, один человек, который в наших спецслужбах работает. Тоже, да, он, ну, там работает, он ко мне подходит и говорит, Раки, осксны блеспа, говорит, я говорю, а что такое? Мне фотографию показывает, и это вот этот тип, понял, черный маг. Не, подожди, ты знал его лицо до этого? Конечно, брат, я знаю его, брат, я же общался с ним, переписывался, фото, все есть, брат. Он мне свою геолокацию дал и так далее. Я дуодел, брат, он конкретно мне там чуть, он мне всю свою историю рассказал, Он брат. в Казахстане находился? Он в Ташкенте, брат, город Андиджан. Оказывается, в Андиджане, Ташкенте там Андиджанда много халама. черных магов, понял? Помимо плова. Прикинь, такой. Ну, прикинь, в Узбекистане помимо плова и разюши есть черные маги, прикинь. Не, видите, Узбекистан, там, пацаны, там многие суфийские ордена были, понимаете? Там Бухара, это родина великих ученых. Там духовный центр был тоже, вот наших тюркского мира и так далее. Да, наши бандитские тарикаты и так далее. И вот смотрите, вот он мне говорит, ну, типа, Осксны блеспа, говорит, а этот Агашка, он в наших спецслужбах работает. Он говорит, он вообще, оказывается, уже много суеты, пацаны, Марлан Сисимбай аккаунты взламывал, понимаете, тоже Да, серьезных да. людей, пацаны. Он мне говорил, хочешь, я тебе сейчас номер президента дам, Токаева твоего, говорит. Серьезно он мне это говорил. Я говорю, не надо, что я вот буду делать, да, короче, по сути дела. Вот зачем мне номер Токаева, да? Менде бар уже, да? Там почти, короче. И, короче, прикинь, этот... Вижу то, что этот фотографию показывает, и новость читаю. Такой-то был осужден на 8 лет за киберпреступление, ну, там, типа, взламывание и так далее, понял? И я говорю, говорит, мы его, типа, совместно с узбекскими спецслужбами посадили, а он не знает, брат, мою взаимосвязь с ним, понял? Просто так Агашка подходит, говорит, Раке Блеспа, вот такая тема, вот Корнизба, типа. И я, брат, вот так беру телефон, брат. Вот так, iPhone беру, понял, дату смотрю. 30 августа, вот сейчас 30 октября. Дней, да? 20 июля и 30 августа, понял? Да. Я еще смотрю в июле сколько месяцев, там 30 месяцев, ровно 40 дней, понял? И этот Агашка, понял, весь через 40 дней приходит, прикинь, ровно, что его посадили на 8 лет, короче. И в этот момент я что понял, да? То, что я понял, реально, хасбуна Аллаху ва ни'ма вакиль, да? Достаточно нам Аллаха как покровителя, да? И насколько достаточно нам Аллаха, и как он прекрасен как покровитель, да? И я в этот момент понял то, что, ну, на самом деле, пацаны, да, в этом мире есть темные силы, светлые силы есть, да? И вот эта битва, она постоянно происходит, короче. И... Конечно, если ты, короче, условно говоря, супергеройствуешь, какие-то у тебя есть миссия, какая-то цель, человечеству помогать, вот как ты, да, даже если не так сказал, ты же не просто так эти вещи увидел. Даже люди, которые эти вещи сейчас слушают и видят, для них уже какое-то послание доходит. И вот вообще идет эта битва, короче, понимаете? Вот эта битва. Когда вот батыры воевали на поле битвы, но были еще такие метафизические войны. И вот эти джинны, которые приходят, у них есть какая-то миссия, понимаете? У нас вот там большинство самоубийств, которые происходят. Большинство ваших плохих мыслей в голове, это даже не вы делаете, это вам нашептывают. Большинство вещей, которые мы видим, которые происходят, вот это грехи, наркотики, алкоголь, эти вещи просто... Вот у вас есть какая-то богом данная защита, например. А когда вы пьете алкоголь, наркоту принимаете, ну вот, например, там главный персонаж уже, ну это не спойлер, это в трейлере есть, да, там, он там изнасиловал эту девушку, он какую-то защиту с себя снял, да, он совершил какое-то очень большое преступление. И на нем зон, когда да, ты типа? такие вещи совершаешь, ты просто с себя броню свою снимаешь, которую тебе Бог барьер поставил. уменьшается. Да. Барьер уменьшается, и они могут тебя войти, зайти с твоим сознанием, твоей жизнью будут управлять, ты для них марионетка становишься. И вот эта битва происходит. Но если ты приходишь к свету, да, если ты приходишь, обращаешься своим ликом к Господу, просишь у него помощи, обращаешься, делаешь благие дела, у тебя, короче, есть же там вот ты. Барьер. У тебя там. У тебя БКБ. Хисоям, у тебя хисоям, БКБ. брат, вы там, этот, как этот, брат? Ребра стоят, понял? У тебя Не, плюс да, 1000. айон диск. Да, плюс 1000 к защите. Да, Ты, да. короче, все, ты вот, как я говорил, вот эти 7 фиников. После этого, кстати, я после намаза все вот эти зикры, аскары совершаю и так далее. Потому что я знаю, что эта битва еще не закончилась. Ну, то есть битву, может быть, я какую-то выиграл, Да, но война-то продолжается, короче, да, понимаете? да. Но вот этот, я не понял, почему он типа сказал, типа есть законы, а есть каноны.
Зря он с тобой связался, типа, ему не надо было делать так. Ну, я не знаю. Возможно, Он где-то там что-то Ну, видишь, почувствовал, да? ну, я... возможно, вот, типа, Жан Сейтон, битва, вот, там, какая-то битва болып, его поймали, короче. Типа, может, Расулдың бір влияниясы. Расулды, может, бұрдығасыға болып кетті, я не знаю, да. Брат, Да, возможно, может, да. в тот мир какой-то сигнал чисто из-за того, что ты с ним вот эту... да, типа, понимаешь, Короче, может семейный быть, куб может быть, я Хрономора, вот да. так еще думал, может, у него был последний шанс на сторону света перейти. Да, может. Пацаны, потому что он мне фотки скидывал, как он на младенцев черную магию накидывал. Понимаете? Он накидывал черную магию, чтобы мужа с женой развести, понимаете? Он делал такую магию черную, и реально, представьте, это вот внешняя причина, из-за этого мы там в суре, в фалях должны читать, да, то, что, да, вот то, что там в суре переводится, да, защита от сглаза, защита от вообще пуляузуберу бли фалях, да, то, что вот обращаюсь к Господу, да, в фалях вот этого рассвета, свет, да, когда приходит, чтобы защитил от вот этой всех внешней атак. Сура Нас, она защищает нас от внутренних атак, которые от мыслей наших и так далее. Так что мы никогда, понимаете, столько может быть факторов, там, которые могут на нас влиять и так далее. И, понимаете, он на меня реально каких-то джиннов накинул, пацаны, которые вот да. меня атаковали. Хотели. Вот так, может, вот так, энергию, как этот в доте же, пугна, высасывает же Высасывал, ману с тебя. да, Вот да. так же он с меня, вот так пугна, же такое демонический. Да, же, да. Вот так с меня жизнью Ну, он и как высасывал, Дементор. да. Да, как вот с Гарри Поттера этого были. Дементор, Дементры это же джинны, брат, она взяла. Да, да. Они питаются твоим страхом. Джинны, кстати, от страха твоего питаются тоже. Боятся из-за этого, что только Всевышнего нужно. И, короче, вот так, пацаны, битва была против этого, вот этих всего, сихара, короче, и так далее. Сихры — это страшная тема. Не, брат, вот мне интересно, почему он тебе все рассказывал? Зачем он это делал? Цель қандай болды, да, просто? Но он его же взломал. Брат, знаешь, Нет, какая типа, цель? Ну, я, короче, в взломал, этом... и чё? Брат, смотри, вообще в целом... Инфу искать или что? Нет, вот смотри, брат, вот если в целом обсудить, понимаешь, есть вот силы добра, вот есть силы света, брат, есть силы тьмы, брат, вот по факту сказать, да? Да, Left hand и right hand passes. Да, Вот, левая и правая рука общины вообще в целом. Это можете в Википедии посмотреть и так далее. И вот по Википедии даже вот самая правая община это исламская считается. Есть левые, брат, понимаешь? Вот там есть оккультные собрания, понимаешь? Есть вот там масоны, которые в этой теме интегрированы, они тоже с оккультизмом очень сильно связаны, понимаешь? Есть, потом я, например, там читал Библию сатаны, понимаешь? Потом начал изучать, там есть определенная литература. Брат, он мне такую литературу сказал, вот типа настоящие книги черной магии, понимаешь? Как черная магия делается, откуда она истоки взяла, Вот как осы ее... барлан жаңағы айтып отырмын, типа. Он мне вообще погрузил полностью, да. То есть, брат, он, понимаешь, он не просто өтірік, понимаешь, там Не, какой-то... вот зачем просто? Или типа он хотел, типа... Ну, может, у него какой-то сигнал где-то, типа, с этим чуваком можно пообщаться, типа. Как-то, брат, Он понимаешь? же тоже подключен, типа, брат. Он же я же типа, еще, брат, он еще же умный, типа, по-любому, он скольких людей взламывал, он тут Расю взломал, короче, он с ним как-то ты его, походу, как там, задобрил? Да, Как-то там что-то заобщался. Не, типа, я ему ну, говорил, его звали, да, я ему говорил, давай, брат, говорю, ты... во благо. Типа, Да. ты, может, даже Я первый говорю, человек... нет, брат, ну на самом деле мы должны всегда призывать, понимаешь? Да? Это Да, вот да. Ким Олсанда Гель, да, кем бы ты ни был, приходи, понимаешь? И я ему, реально, я как за человека за него переживал, потому что, пацаны, черная Ну, магия, завтра с ним что будет? пацаны, черная магия, это все, это ты прямой путь Да? в самое днище ада, понимаете, Да, пацаны? Самый вот... Это ты контракт, ты когда черную магию совершаешь, это совершение договора, контракта с дьяволом, прямой, понимаешь? Ну, первый уровень получения, пацаны, вот там есть первый уровень получения, когда ты один из видов коммуникации с выхода. Ты что делаешь? Берешь, короче, котенка, женского пола, котенка, который вот недавно родился, берешь его тушу, ну, он живой должен быть, кидаешь его в костер. В костере он берешь его пепел, прах, на глаза вот так делаешь ночью, и перед тобой уже там демон выходит первый. И ты уже с ним начинаешь взаимодействовать, И сотрудничать. потом, который тебе нравится, начинаешь... Да, искать. и у них рост идет зависимо от того, насколько ты растешь, короче. Айтпай қойшы, бір көріп істер сол. Да, жасайды адамдар. Да, Худай сақтасын. Жоламандар онда. Сихры — это ең жаман зат. Да, пацаны, и после этого, кстати, у меня открылись определенные вещи, короче. Ну, в целом, ну, типа, вот так идешь, короче, понимаешь, и ты проходит чувак, ты такой думаешь... Чуть-чуть почухал, да? Ну вот, пацаны, вот сидел, вот, да, человек конкретно, вот он с каждым действием переписку мой видел. Он мне пацаны, я с ним столько общался, он реально шарит, понимаете? Он мне рассказал вообще, кто там у нас в Казахстане есть, как он со спецслужбой. Вообще наши спецслужбы это взаимодействуют, понимаете? Там у президентов, у Путина, кто сидит, По идее, такие брат, у вещи него, мутит. если типа там бас істейтін болса, у него будущее прям хорошее, да?
Да, Было ну видишь, бы. брат, на любом черном маге уже проклятие висит, понял? Да, он по-любому не найдет Жол себя. жабық, брат, Да, бақыт он не таппай, найдет себя. береке жоқ. Он может, типа, если- богатым он стать. может отказаться. Нет. Брат, там, короче, когда ты отказываешься, на путь света переходишь, короче, ты На уже... тебя жесткое нападение еще больше. Они тебя, да, нападение идет. Ну, там, обычно, брат, у тебя все твои близкие умирать начинают. А вот, брат, Там. сейчас, секунду. Короче, видос. Жеңіс дейтін бала бар, дискотека из 90-х бар. Мгм. Он қолы сынып қалды, короче. И бір сынғышқа барған ғой. Когда я посмотрел, типа, сначала я угорал, потом я подумал, типа, есть дұрыс адам, олай істемейді, тем более, үлкен кісі, жасы, да, бәрін көріп тұр. И сонда кәдімгі қарғап жатыр да, кәдімгідей, типа. Вот, брат, қарғау, ол то же самое, типа, вот, проклятие ету, ол тоже жаман нәрсе ғой өте. Да, біреуде қараған, и мен қарадым да, типа, что за фигня, типа, короче, түсінбей қалдым. Проклятие, брат, это самая интересная вещь, когда особенно с материалистами разговариваешь. Вот есть ученые, да, вот у меня есть знакомый, он такой ученый, он реально ученый, короче. Типа прям ученый, там, математика, все дела, прям в Европе. Наука, да, короче. В Европе работает, пацаны, учится, преподает в европейских университетах, поняли, да, такой ученый. И он как бы полностью отрицает, вот сейчас вот для него наши разговоры были бы, пацаны, Типа дичь он бы полная. попытался это объяснить, это может быть Ну вот да, это, да, типа, это, со ну, это, своими, понимаете, наше подсознание, наше Да. сознание, оно влияет на нас таким образом, и так далее, и так далее. Вот Наша такие. эмоциональная Скептицизм, да. составляющая может нам в голове... Я с ним общаюсь, говорю, получается, говорю, а как думаешь, проклятие тоже не существует? Я говорю, конечно, какое проклятие? Я говорю, а давай так сделаем. Он говорит, как, говорю, возьми, говорю, прокляни себя и весь свой род до конца судьбы, говорю, вот если его проклятие не существует. И он хапнул, поняли, пацаны, ничего не сказал. Видите, внутри, потому что вера, один да, фиг по-любому. какая-то есть, понимаете, Да, чего да. бы то не было. Да, самый такой лайфхак, поняли? Да. Жестокий. Прокляни свой рот до конца. Ну, я это, понимаешь, видишь, страх есть. Это потому что проклятие — это пуля, это стрела, которая всегда находит свою цель. Если кого-то ты, ну, как проклинание это может достичь, оно достигнет своей цели. Если не Но меня, если то- эта цель, да. которую ты направил, недостойна этого проклятия, она к тебе возвращается. Это самонаводящая ракета, которая по-любому цель свою находит. Это, говорю, самонаводящие ракеты из этого Mortal Kombat. Да. Сайрекс. Сайрекса, да. менде капец бір андай бар ғой. Вот жаңа ойлап жатырмын. Вот какой-то знактар болып отыр, короче. Вот көкемен сөйлестік алдында. Радиосъемка болмай қалды. Давай мен подкастқа келдім, давай сен келсе. И келесі күні Разияға, короче, бір дос баласы бар. Ол кітап жазады, короче, осы неше түрлі. Ислам туралы кітаптар жазады, үйретеді. И Разияға жазып жүрген ғой, тупо. Вот өздеріне дем салып жүргендер. Қазір сондай жағдай болып отыр, какой-то андай қиын. Көп информациялар и жүрекке қабылдайтын көп нәрсе болып жатыр да. И сол үшін өздеріне дем салып жүрдіңдер деп жазып. И бүгін келем, и сенімен осы әңгіме болып жатыр, короче. И андай үлкен знак болып жатыр да маған. Ну да, по-любому. Просто это классная же тема вообще. Да, очень. Мне интересно было. Я вообще же, это мой первый подкаст, который я веду. Но я просто сижу, слушаю гостей. И я думаю, этот фильм, он, то, что сейчас люди посмотрят, это пацаны, огромный эгрегор, короче. Я группа Кука тоже тип есть. Ты что в декабре постоянно что-то выпускаешь? У него вот это время. Идеологические бомбы выпускает какие-то, жесть. И после этого, ну, как бы, адамдардың көзі ашылады после этого фильма просмотра. Потому что ты когда это делаешь, понимаешь, когда ты смотришь там Эмили Роуз, понимаете, когда там приходит Святой Отец, там, да, там, это, ну где-то в Америке что-то нереальное. Это не наше, ладно. Да, а тут наши, да, там Бишбармах на столе стоит, там казахские песни, все свои, слова, казахские актрисы, и тут этот типичный Делакур. имам, короче, Делякур, да, и тут вот, реальность вообще, короче. И я еще рад то, что это вот уже нормально, настоящий фильм. Я вот, ну, еще прогноз ставлю, вот пусть это так будет, даже вот «Рекетир» был, да, фильм. После него там несколько фильмов выходили, но у нас-то это пацаны такие же, как бы, да, делали кассы, делали там огромные суммы денег, срубали. Это повлияло на қазақтың кино, казахфильмнің несі ашылды, да, бағы ашылды. Я сам в казахфильме родился, да, микрорайоне, всю жизнь там вырос. И как бы я рад за то, что такое происходит. Как бы, но
Это же такое было, джай, Это пацаны. еще одна Нету такая, ни да? идеологии, это такое, пацаны, да, никакой идеологии, ты посмотрел, забыл. Да, но тему не раскрыли. Ну ничего, не пользы для народа нету, когда от просмотра этих фильмов, только экономическая был выгода. такой да. чувак там, А вот такие фильмы, как Дастер, да, вот там, до этого, они, ну, это уже, короче, что-то, пацаны. Это уже, думаю, будет эпохальное кино. Так что, друзья, все приходите 28 декабря, Дастер во всех кинотеатрах Республики Казахстан. Скоро, ждем всех. Чё? Рахмет за то, что приехали, пацаны. Рася, вообще, у тебя Брат. истории, бомба, брат. Я вообще рад с ним Ну, пообщаться. ну, Сизин так не я так вот рад, честно что сказать, просто прикинь, да. Я ждал вот это. Брат, ты русскую рулетку сыграл, Да, прикинь? ты в русскую рулетку Ну, сыграл. брат, Я знал, что ты непростой, типа, всегда сездім брат, маған лучше сен историяң капец. Да, у тебя... Мен всё бар- Ну, у тебя, Бороться. братан, знаешь, андай масштабно, вот, КМБшниктар, там, Не, там... Аблязов. Он еще там масштаб, там еще сихры, там Так тоже что, масштаб так есть. что, если Аблязов... кстати, брат, вы же дали там переписки, геоданные, что он делал? Да. Потом не поймали все-таки Аблязова? Не, он там поняли то, что он в Литву выезжал или в Латвии был, что у него там свои посредники есть и так далее. Я не знаю, это... Ну, короче, я против этого человека, потому что он создает огромную смуту в нашем обществе Да. и так далее. Так что вот. Короче, Мурат Аблязов, если вас зовет куда-то, не идите нахуй. Мурат. Бой. Мухтар. Аблязов, короче. Мухтар Аблязов, если вас куда-то зовет, не идите. Да он запарил какую-то тему, скажешь, да, ты как бы Да. не против Республики Казахстан какого-то там режима, да, а ты, ну, типа, говоришь проблемы в стране, он берет, он несколько раз меня там выкладывал, Да, вот такой. то он выкладывал, что я конченый, то он выкладывал, что я красавчик, понял? Да, Потом вот странно. тебя опять КНБшники зовут, понял? Что там, Расул? Ты говоришь, короче, вот телефон даешь, а вот так. Стендаперов вот. еще там Запарил, да, вырезали тебе, лишний эти циклы Просто создает. қазақстанда қазір настолько жақсы, Мұхтар Аблязовтың охват түсіп кетті ғой. Ладно, барлықтарыңызға рахмет. Бүгін Есентай мен Райса. И комментарийға, келесі подкасттарға кімді шақырайық жазып кеттіңіздер. Обязательно сіздің ойыңызды ескеріп шақырамыз деген ойдамыз. 28 желтоқсан обязательно келіңіздер кинотеатрдың бәрінде дәстүр. Ждем.